Национальная библиотека – общедоступное культурно-просветительское и научно-информационное учреждение с многоотраслевым библиотечным фондом. Библиотечное обслуживание пользователей – центральное направление деятельности и важнейшая функция библиотеки. Подводя итоги прошлого года, заместитель директора по научной части Амза Агарба выделила такие достижения, как создание электронного каталога и оцифровки редких изданий и рукописей. На сегодняшний день автоматизированы многие процессы библиотечной работы. Важнейшую роль среди новых информационных подсистем библиотеки играет электронный каталог. Именно электронный каталог открывает быстрый и качественный доступ к информационным ресурсам библиотеки. Электронный каталог Национальной библиотеки ведется в соответствии с правилами программного обеспечения АБИС-ИРБИС, с библиотечными правилами описания, инструкциями по вводу, в соответствии с российскими правилами каталогизации с межгосударственным стандартом ГОСТом 2018 года. За 2023 год в Национальную библиотеку поступило 4567 экземпляров книг. Все книги введены в электронный каталог, и на каждый документ распечатано необходимое количество каталожных карточек и индикаторов. Здание Национальной библиотеки было капитально отремонтировано в 2015 году. С этого времени все содержимое книгохранилища находится в первичном состоянии. Также сохраняется профессиональный уровень специалистов, проводятся различные повышения квалификации за рубежом. К примеру, в прошлом году 2 сотрудников учреждения прошли онлайн-обучение в России, отмечает директор библиотеки Борис Чалария. Они ездили еще, работали в режиме онлайн на местах, а потом на неделю ездили в саму Москву и там успешно себя проявили. Вот. Так что мы вот таких подготовленных, знаете, специалистов имеем уже 2. Это Асида Тамазовна, поздравляю. И вот такая группа изданий. Они будут нам годиться. 2, там, Лаина, Черкесия. Пожалуйста, вручаю. С отчетом о деятельности хозяйственного отдела выступил заместитель директора по хозяйственной части Юрий Бжания. Он отметил необходимость соблюдения норм безопасности в здании библиотеки. Из-за света, из-за воды портится имущество. Чтобы вот этого не было, я прошу иметь в виду всегда, каждый день, каждый час, каждый сотрудник, начиная от охранника и библиотекаря и руководства, это мы отвечаем за сохранность. У нас в положении расписано, что не только заводел, все мы имеем отношение к ценностям. Стоит отметить, что с этого года увеличена зарплата основным сотрудникам Национальной библиотеки. В прошлом году нашим достижением является то, что мы оплатили большие долги, задолженности нашей библиотеки, такие как водоканал, который у нас числится с 2013 года. Оплатили также систему, правда долг также висит небольшой, но старые счета мы закрыли. Также оплатили счета по Черноморэнерго за 2021-2022 года, там более 200 тысяч. В счете того, что нам министерство вовремя не датировало денежку, мы не смогли оплатить новые счета, и у нас образовалась задолженность в размере более 360 тысяч рублей, то есть за 2023 год. На собрании был представлен календарь знаменательных дат Абхазии. Это ежегодное иллюстрированное издание, главная цель которого – предоставление читателям различной информации по истории, культуре, науке и искусству страны. После подведения итогов отчетного собрания работники Национальной библиотеки наметили план работы на этот год. Ульяна Рожкова, Алика Гухава, Абхазское телевидение.